Нашей республики российское государство и его лидеры теперь украшают своим именем и плакатами главные улицы республики. Мы-то выжили случайно, а сотни детей, женщин и стариков, погибшие под этим ужасом. Каково было бы смотреть на эту реальность их глазами? Одни из нас решились уехать, чтобы хотя бы наши дети не росли в окружении уголовной зоны под названием «Россия». Это выражение я украла у Игоря Бунича, автора книги «Хроника чеченской бойни». Я очень благодарна за его труд, в котором он столь объективно обличает всю преступность российской власти в мельчайших подробностях на основе примера первой чеченской кампании. Читать было тяжело, особенно получить слишком циничный ответ на давний вопрос, для чего эта война была Россией развязана, который заключался в следующем: для спасения имиджа российского государства после развала Советского Союза. Это, конечно, очень коротко, в целом книга не для слабонервных. Многие выдержки из нее заслуживают быть темами разговора. Сегодня я остановлюсь на одной. По масштабам гонений, по методам геноцида, от массовых истреблений и депортаций до презрительной дискриминации и шельмования всего народа как нации преступников, судьбу чеченцев можно сравнить разве что с судьбой евреев. Но если евреям в их тысячелетней борьбе за выживание удалось все-таки поставить дело так, что весь мир болезненно и резко реагирует на любое проявление антисемитизма, откуда бы оно ни исходило, то чеченцам этого пока не удалось. Мир ничего не знал о них, и, что хуже всего, совершенно ими не интересовался. Кафры, зулусы, австралийские аборигены и даже, извините, канадские тюлени, когда им грозило истребление или ущемлялись их гражданские права, вызывали в западном мире больше эмоций, чем трагедия чеченского народа, продолжавшаяся 200 лет. Маршал, духовик Руслан. Дели маршал هنا مدين маршал يبقى ويا ويتحوش болса зритель что салам маршал. Исходя из вышесказанного, вытекает вопрос. Западные и российские исследователи часто сравнивают судьбу чеченцев с судьбой евреев. Но евреям удалось повернуть эту ситуацию на 180 градусов. Почему чеченцам этого пока не удалось? В чем вот это кардинальное различие, на ваш взгляд? Ну, во-первых, сделать вот такое небольшое отступление, совершенно спорить там, что вокруг этого были какие-то разговоры, не хочу. Чеченские и еврейские народы, наука считает, это народы, которые имеют примерно одинаковую глубинную историю своего происхождения. Это, я к чему это говорю? Такой сравнительный анализ, он имеет право быть, потому что это два народа достаточно глубинные. И в связи с этим много на самом деле встает вопросов, очень много задают вопросы, спрашивают вот, судьбу еврейского и чеченского народа. Для того, чтобы до того, как дать ответ, я, Мадина, хотел бы дать небольшую характеристику этим двум народам, чтобы мы потом в последующем могли бы правильно сравнивать, вот этот сравнительный анализ для того, чтобы провести. И чеченцы, конечно. евреи, они живут в таком своем религиозном, морально-нравственном мире, и который духовность, она задана именно религией. Как мы знаем, евреи — это иудизм, у чеченцев это, по крайней мере, известной нам истории, это ислам. Так вот, евреи с Римской империей, той историей, которая обозначена история евреев значительно древнее, чем наша, исследованная история больше. И вот согласно их религии, евреи могут и обязаны, скорее всего, когда им угрожает опасность их жизни, опасность их религии, опасность вообще их проживания, евреи имеют право раствориться среди других народов. Евреи имеют право взять другую религию. Евреи имеют право зваться народами, среди которых они проживают. То есть у евреев были и есть
значительно больше условий, когда они могли бы адаптироваться с окружающей средой. В это же время вот мы, чеченцы, мы проживая, ну, разные, советская наука говорила, 300 лет, уже сегодня мы знаем и 1000, и 1200 лет, и 250 лет назад были известные ученые, и чеченцы, исламоведы, по книгам которых сегодня и в Египте, и в Сирии идет даже обучение. То есть мы достаточно давно, ну, 1000 лет как минимум, живем в такой исламской морали и в исламской религиозной идеологии. Так вот, согласно канонам ислама, который, в принципе, стала частью традиции, я еще раз говорю, нравов, обычаев чеченцев, чеченцы не могут раствориться, чеченцы не могут называть себя не чеченцами. Чеченцы даже для того, чтобы выжить, не могут взять другую религию. Чеченцы не имеют права, как мусульмане, называться детьми других отцов, то есть они не могут отчество себе давать другие. Вот эта разница, и вот эта разница, она и задает вот этот тонус, вот этот тон, скорее всего, это правильнее будет, каким образом эти два народа сейчас существуют и существовали, и каким образом они выживают. Говори, Мади. По скайпу не всегда понятно, то ли пауза, то ли нет. Баркал Руслан, Дейрисхал. Кстати, в предыдущем выпуске мы увидели отклик от многих кавказских народов, карачаевцев, черкесов, адыгов, также грузин. Было очень приятно наблюдать такую атмосферу сплочения в обратной связи. И мы, в свою очередь, тоже передаем салам всему нашему прекрасному Кавказу. Ну, в продолжении, это очень хорошо, Марина, что ты напомнила наш прошлый ролик. Так вот, продолжая эту мысль, евреи, чеченцы, мы живем в сегодняшнем мире. Мы знаем, что сегодня евреи чувствуют во всем мире прекрасно, у них есть свое государство, они управляют странами, они управляют Россией, они управляют Соединенными Штатами Америки, они управляют Германией, Францией, Англией. То есть они очень преуспели в мире финансов, в мире бизнеса, в политике. На них смотришь, и ты понимаешь, как много могут сделать люди одной веры и одного этнического происхождения. Да. Поэтому не то, что глядя на евреев, надо учиться. Это исключительно целесообразность. Сегодня чеченцы, они преследуемы во всем мире. Приведу только несколько примеров. В Украине, демократической Украине, чеченцев преследуют. Разные поводы и разные версии выдвигаются. Как бы не было, вот эти санкции примененные, названные по преследованию криминальных авторитетов, туда включили абсолютно невинных чеченцев, бизнесменов и так далее. То есть их преследуют. И одной из версий считается, что Зеленский это делает для того, чтобы, кстати, еврей Зеленский это делает для того, чтобы понравиться президенту Российской Федерации Владимиру Путину и добиться встречи с ним. Так вот, и, скажем, Казахстан. Сегодня в Казахстане очень широко известный случай в Алма-Ате чеченцев, ингушей бьют, пытаются отжать у них бизнес. Во Франции сегодня Макрон именно, в Австрии. То есть мы сейчас видим очень много случаев, когда на государственном уровне идет преследование чеченцев. Да. Это не означает, что чеченцы должны измениться. Мы же знаем, опять-таки я знаю, как в Германии к чеченцам относятся немцы очень хорошо, с большим доверием. То есть чеченцы, они должны вот эту праведность, вот эту честь, вот это свои вещи, которые генетически там глубоко на биологическом уровне находятся, они должны именно пользоваться то, что у них есть в геноме. И ни в коем случае нельзя изменить. И, пожалуй, я пожелал бы чеченцам и в России, и в Европе, где бы они ни находились бы, они должны учиться, они должны получать образование. Они должны, не теряя свою идентичность, не теряя свою религию, они должны в той стране, где они проживают, входить в политические, финансовые, бизнес-структуры. Они должны успешно конкурировать, они должны показывать потрясающие знания, и они должны выдвигаться на
передние роли и в мире бизнеса, и в мире политики. Только тогда чеченцы смогут освободиться от преследований, только тогда чеченцы могут себя самих защитить. Баркал Руслан, спасибо. И если нечего добавить, то мы попрощаемся до следующего выпуска. Добавить нечего. Я думаю, два уникальных народа, чеченцы и евреи, должны учиться друг у друга, должны понимать друг друга и двигаться вперед.